Дорогие зрители, сегодня в гостях Татарской филармонии советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин. Сергей Яковлевич, здравствуйте. Сегодня, буквально через несколько минут, в нашей филармонии состоится концерт, и зрителям очень хочется узнать, что нам ожидать сегодня. Дело в том, что я вообще по происхождению из самодеятельности. Моя основная специальность – это физика, биофизика даже. Но гитара и музыка были с нами, можно сказать, с самой ранней юности. Я гитару взял в руки, чтобы исполнять песни Булата Акуджава. Но очень скоро я начал сочинять. Причем я очень скоро понял, что сам я стихи не сочиняю. И это дало мне такой шикарный выбор, такую свободу. Можно было подойти к полке и взять Шекспира, Лермонтова, Фета, потом, не знаю, Багрицкого, ну и наших современных поэтов: Юрий Левитанский, Юнна Морец, Давид Самойлов. И вот пытаться сделать как бы музыкальный перевод этих произведений, любимых произведений поэзии. Но очень рано я слышал все эти романсы или песни, как хотите так называйте, в сопровождении оркестрового или струнного квартета, или камерного оркестра. И вот относительно недавно я начал осуществлять эту мечту. Я познакомился и подружился с оркестром камерным из Набережных Челнов. Его руководитель, замечательный музыкант и замечательный человек Игорь Берман. И вот то, что сегодня будет происходить, это результат нашего содружества. И прозвучат не только мои романсы на стихи разных поэтов, в том числе и Шекспира, но и какие-то инструментальные пьесы, в частности, вот, фантазия для фортепиано с оркестром на тему Сергея Никитина, и сочинил это произведение мой молодой друг, композитор Петр Климов. В вашем творчестве очень много произведений, которые были написаны специально для кино, для театральных постановок. Скажите, как это отличается, вот, когда пишешь именно какому-то сценарию? Ну, я хитрый человек. Я стараюсь использовать тот багаж, который у меня уже есть, для того, чтобы ответить на запросы режиссера. Ну, например, вспомним фильм, который ставил Олег Ефремов, «Старый Новый год». Я предложил, совершенно естественным путем, использовать романс, который уже у меня был на стихи Пастернака «Снег идет». Ну вот, и эта тема этого романса и сам романс вошел в фильм. Но вот там еще пришлось сочинить инструментальную музыку. Это было мне очень интересно. В качестве аранжировщика там выступил Игорь Бентюков, аранжировщик и композитор, и он мне очень помогал воплотить мое слышание уже оркестровое в конкретные партитуры. Вот. Ну, а, скажем, в фильме «Москва слезам не верит» была использована песня на стихи Юрия Левитанского «Диалог о новогодней елке». Вот. Но и было задание со стороны Меньшова сочинить песню, которая бы стала визитной карточкой. Вот здесь, конечно, ты испытываешь некие сложности, потому что у тебя и сроки сжаты, и нужно удовлетворить запросам
режиссерами. Ну, тут, как говорится, звезды счастливо сложились. Дмитрий Антонович Сухарев придумал эти стихи про Александру. Потом к нему еще присоединился Юрий Висбор. И сейчас это кажется, что все было очень легко, но я так вспоминаю, что дней 6 были учения. Ну, на самом деле такой запоминающийся мотив и ощущение, что это просто вот было написано на одном дыхании, а вот начинаешь копать и уже понимаешь, что там кропотливая работа была. Да, было 6 вариантов было. Ну, и я своих домашних, можно сказать, замучил. Моими слушателями была моя мама, конечно же, Татьяна Никитина, моя жена, и наш тогда 9-летний сын. Вот. Но когда вот появился 6-й вариант, который уже всем известен, все сказали: да, это так. Вот. Но бывает еще, когда нужно сочинить инструментальную музыку к спектаклю. Ну, в общем, это отдельная работа. Ну, например, я счастлив, что мне выпала возможность сочинять музыку к 12-й ночи Шекспира. Вот сегодня 2 номера из этой музыки прозвучит. Ну, тут пытаешься использовать те интонации, те мотивы, которые нам известны, как вот северные, кельтские, шотландские, британские. Ну, насколько это удалось, я не знаю, но, в общем, говорят, что колорит есть. Я знаю, что вы сейчас с Юлием Кимом работаете над музыкальным спектаклем. Расскажите вообще, какие творческие идеи у вас сегодня посещают? Над чем работаете? Ну, во-первых, все время для детей что-то творится. Потому что дети поют, конечно, про ежика, большой секрет для маленькой компании. Вот. Ну, вот хочется им что-то новое. Ну, сочиняем. Ну, например, на стихи Тима Собакина. Вот. Я очень люблю этого поэта. Он вообще-то из физиков. Родная душа, можно сказать. Вот. Ну, и что-то для театра. Вот. Давно я мечтал сочинить музыкальный спектакль по известной повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». И так получилось, что Юрий Коваль учился в одном институте, педагогическом институте имени Ленина, когда-то давно, вместе с Юлием Кимом. Ну вот, к сожалению, Юрия Коваля уже нет с нами, вот, но зато мне удалось уговорить Юлия Александровича Кима. Он сочинил пьесу и сочинил стихи для музыкальных номеров. Ну, вот я еще не закончил сочинять, но уже там 12 номеров из 18 сочинено, и уже в театре молодежном, Российский академический молодежный театр, РАМТ. Вы знаете, это бывший центральный детский, под руководством Алексея Бородина. Уже идут репетиции, уже актеры разучивают музыкальные. Когда ждать премьеру? Ну, где-то весной, не знаю, в марте, в апреле, может быть, в мае. Посмотрим, как пойдет дело. Ясно. Ну, у нас остался последний вопрос. Как вас встретила Казань? Какие впечатления? Какие ожидания от наших зрителей сегодня? Казань – это, можно сказать, родной для меня город. В первый раз я попал сюда еще, будучи студентом, в 1967 году по приглашению моего замечательного друга, казанского человека, известного хирурга Владимира Муравьева. Владимир Муравьев вообще исполнитель замечательный, лауреат Грушевского фестиваля там, и так далее, и так далее. Сейчас ему 70 лет исполняется. Я, пользуясь случаем, поздравляю Володю Муравьева.
Вот. А последнее время вот в таком академическом качестве. И мне очень приятно сегодня быть здесь, в филармонии, потому что вот такая академическая обстановка, и зритель, который привык ходить на концерты филармонии, концерты классической музыки, это наш зритель. Это люди, которые имеют привычку книжки почитывать, которые любят не только музыку, но и поэзию. И вот сегодня, можно сказать, вечер поэзии и музыки. Неожиданно для меня оказалась зима в Казани. В Москве где-то там около нуля, не знаю, может, сегодня уже похолодало. И очень красиво. Подъезжаешь к Казани, березовые смешанные леса, окутанные снегом. Ну и, конечно же, встреча с моим другом Игорем Лирманом. Это большая радость. Дорогие друзья, работники, слушатели Казанской филармонии, я от всей души поздравляю вас с юбилеем. И хочется пожелать, чтобы зал филармонии был всегда полон, чтобы здесь звучала академическая музыка, чтобы здесь звучало поэтическое слово. И долгих лет. Мне кажется, что если пожелать вам дожить до 150-летия, это означает пожелать нам всем, нашей стране, России, благополучия.